Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. Один пациент выздоровел. На 12 суток раньше средних многолетних сроков у города Ленска начался ледоход. Рисование на песке и проведение концертов у воспитанников Алданского садика – насыщенные дни самоизоляции. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса, один пациент выздоровел. 29 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Якутске, 2 в Нерюнгри, по одному случаю в Вилюйском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах. Все заболевшие госпитализируются в инфекционные стационары, круг их контактов устанавливается и вовлекается в режим сдачи анализов. Одна пациентка была выписана после полного выздоровления в Ленске. За весь период выздоровели 36 человек, 4 в крайне тяжелом состоянии. В Хангаласском улусе запрещен въезд и выезд автотранспорта без уважительной причины. Исключениями являются обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту или от места работы и транспортировка продовольствия и медикаментов. Срок действия запрета до 11 мая включительно. Сотрудники госавтоинспекции проверяют поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Напомним, с 15 по 30 апреля ограничение движения было связано лишь с межмуниципальными пассажирскими перевозками. Легковым такси и микроавтобусам не разрешалось возить пассажиров. Согласно указу главы Республики Саха-Якутия, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 15 по 30 апреля текущего года была приостановлена перевозка пассажиров на легковом такси и транспортными средствами категориями М1 и М2 в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха-Якутия. На территории района было организовано круглосуточное несение службы нарядами ДПС на границах дорог регионального и федерального значения. За этот период на территории Хангаласского района было выявлено 3 факта нарушения требований данного указа. В отношении этих водителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса об административном правонарушении. Производственные подразделения «Газпром-добыча» Ноябрьск ведут добычу, подготовку и подачу газа в газопровод «Сила Сибири» в запланированном объеме. На ключевом объекте месторождения установки комплексной подготовки газа номер 3 трудится 50 работников Чиендинского нефтегазопромыслового управления. Для них в закрытом контуре созданы все необходимые бытовые условия, включая средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Это позволяет дежурному персоналу, обеспечивающему бесперебойность технологического процесса, не покидать чистую зону, работать полностью автономно и не вступать в дополнительные контакты. Еще 55 человек в таком же режиме работают на территории приема сдаточного пункта, с которого подготовленная нефть подается в нефтепровод В100. В условиях особого режима противодействия коронавирусу правительство России разрешило продлевать вахтовую работу, но не более чем на 3 месяца и только с письменного согласия работника. Там, где он сейчас используется, из-за ограничений, принятых для нераспределения инфекции, могут возникать проблемы с доставкой новых смен. В этой связи производством разрешено менять сроки вахты, продолжительность учетного периода рабочего времени и график работы с учетом мнения профсоюзной первички. Временный порядок будет действовать до конца года. В селах Хадар и Чекыр придет газ. В наследниках Чурапчинского улуса строительство газопровода будет завершено в июле этого года. Проект реализуется в рамках участия района в государственной программе республики «Комплексное развитие сельских территорий». Программа направлена на создание условий по улучшению жизни в сельских территориях, на которых активно развивается сельское хозяйство. Мастерство, инициатива, ответственность. Под таким девизом в Хандыге провели профессиональный конкурс мастерства среди бетонщиков-арматурщиков, сварщиков, водителей-погрузчиков, который состоялся накануне Дня Республики. Мария Винокурова продолжит. Соревнования проводились на строительном объекте по улице Магаданской. Первыми стартовали арматурщики. Их задача – за минимум времени произвести вязку каркаса колонн. Затем свое мастерство продемонстрировали сварщики. Я сегодня с Русланом, с молодым, как можно сказать, студентом, обучал его. Я уже работаю давно
опыт имею, потому это конкурс мне как бы это не разминочный, а как бы научающий молодое поколение. Самым захватывающим стал конкурс среди водителей-погрузчиков. Они удивили собравшихся трюками, которые способны выполнять на машине такого класса. Только при помощи ковша погрузчика каждый перевез жерди и потом установил на платформу. Попытался зажечь зажигалку, закрыть спичечный коробок. Работаю сварщиком с 2016 года и 2 года в строительстве. У нас участвуют 4 участника, я закончил и вот ждем результатов. Профессиональные навыки участников оценивали приглашенные эксперты, представители горно-геологического техникума, а также руководство Хандекского участка ООО «Атлант». Мы не стараемся показывать рекорды, просто мы обучаем молодых рабочих специалистов, и команды у нас составляются опытной с молодым рабочим. Приветствуется наставничество, взаимосвязанность бригады. Организаторы мероприятия планируют дальнейшее проведение подобного профессионального конкурса мастерства, цель которого – повышение престижа рабочих специальностей в отрасли. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. У города Ленска начался ледоход сегодня, 2 мая, в 10 часов утра. Это на 12 суток раньше средних многолетних сроков. Уровни воды при вскрытии ниже нормы, ниже по течению реки отмечаются подвижки льда. У гидропоста Нюя суточный рост уровня воды составил 2,5 метра, и лед подняло. В ближайшие сутки здесь ожидается ледоход, что на 13 суток раньше нормы. В Алекминском районе продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 30 до 90 сантиметров. В центральных районах от 20 до 40 сантиметров отмечаются закраины и вода на льду. Руководитель региона призвал жителей республики отказаться от поездок на шашлыки и поручил в столице и на местах не допускать массовых выездов на природу. Остался один вопрос: разрешат ли весеннюю охоту? Ответ у Сергея Михедова. Весенняя охота в этом году будет, но с некоторыми ограничениями и особенностями. В соответствии с указом Айсена Николаева разрешено охотиться в этом году в традиционных местах, за исключением территорий, где введен особенный режим – карантин. В настоящее время режим карантина действует в городе Алдан, в поселке Ленинский Алданского района, в селе Кутана Сунтарского улуса, там вахтовый поселок, где выявили зараженных работников, а также на Чаендинском месторождении. Если еще где-либо введут режим карантина, там, соответственно, охота тоже будет запрещена. Кроме того, запретили охоту в весенний период текущего года некоторым категориям граждан. Во-первых, это не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания, проще говоря, проживающим в Якутии без прописки. Во-вторых, нельзя охотиться жителям населенных пунктов, где действует карантин. И еще одна особенность. До 30 мая добытчикам дичи запрещено приезжать для охоты в северные и арктические районы Якутии. Перечислим их все. Это Абыйский, Ялаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленёкский, Среднеколымский, Устьянский и Венно-Бытантайский. Также запрещено приезжать для охоты прописанным в этих улусах гражданам, но проживающим за пределами вышеперечисленных районов. При этом местным жителям, постоянно проживающим в северных и арктических районах на своей территории, охотиться разрешено. Отметим, сейчас в этих районах ситуация с COVID-19 относительно спокойная. Ограничения ввели, чтобы не завести коронавирус в Арктику. Что касается сроков, то они остаются без изменений. На ваших экранах виды пернатой дичи и даты для охоты на нее в зависимости от района. На гуся сезон охоты продлится в течение 2 суток. Селизней, уток, речных и нырковых, гагар, поганок в среднем разрешено добывать в течение примерно 1 недели. А на самцов глухаря и тетерева с 7 по 16 мая. Подведем итог. Весенняя охота разрешена, за исключением населенных пунктов на карантине. Запрещено охотиться гражданам, не имеющим прописки.
Также нельзя ехать с целью добыть дичь в северные и арктические районы. И, естественно, во время охоты в обязательном порядке соблюдать все меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции. Удачной охоты, и пусть Баянай будет благосклонен к вам. Берегите себя. В Якутии принято соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений до 2022 года. Министр труда и социальных отношений Елена Волкова, информируя о реализации республиканского соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений по итогам 2019 года, отметила, что с учетом исполнения основных мероприятий приоритетные задачи выполнены на 79%, что, согласно утвержденной методике расчета, соответствует оценке «эффективно». Двое якутян получили гранты президента России в области культуры и искусства. Заведующая научно-просветительским отделом Музея музыки и фольклора народов Якутии Аиза Решетникова получила президентский грант на проект по производству анимационного фильма «Юкагирское сказание о богатыре Эдельвее». Обладателем гранта также стала научный сотрудник Чурапчинского музея истории и этнографии имени Савина Ольга Ядреева, которая создаст виртуальный тур с картой по событиям Великой Отечественной войны для детей и подростков. Рисование на песке, лепка, изучение математики и проведение концертов на самоизоляции у воспитанников алданского садика «Снежинка» дел не в проворот. К дистанционному режиму адаптировались и дети, и взрослые. Какие виды деятельности предпочитают подрастающее поколение, знает Татьяна Вахнина. С Днем Республики столь тепло и ярко поздравили алданцев воспитанники детского сада «Снежинка». В период карантина работа воспитателей перешла в дистанционный формат. За месяц, прошедший с закрытия садика, в освоении съемки и монтажа достигнуты небывалые успехи. А фантазии и творческих идей педагогам и детям «Снежинки» всегда было не занимать. Конечно, очень трудно. Сначала было понять, как работать, как продолжить общение с детьми, с родителями. Много запланировано было всего, мероприятий всевозможные. Но как-то вот мы так сумели мобилизироваться. Сколько фруктов лежит в вазе? Таков вопрос задачки, которую предстоит решить дошколятам. В наглядной форме проходят виртуальные уроки. Развивающие занятия, творчество, игры и проекты – все составляющие учебно-воспитательного процесса реализуются в полном объеме. В настоящее время работа уже отлажена. Проводится масса мероприятий, и в том числе и живое общение. Родители живо откликнулись на наши начинания. Рисование песком – одно из любимых занятий мальчишек и девчонок. Сейчас воспитательница рассказывает сказку про ежика, живущего в лесу. На подсвеченной платформе, которую можно сделать своими руками, изображается что угодно. А при желании вполне реально проложить автомагистраль и даже построить целый город. Еще мы проводим акции. Мы провели для старших дошкольников акцию «Пойман за чтением», а для малышей – «Сказка дня». В течение недели ребята слушали сказки, записанные голосами педагогов специально для них. Помимо организации досуга воспитанников, немало внимания педагоги уделяют работе с родителями. В период карантина в «Снежинке» был образован консультативно-методический центр. Недавно мы провели свой первый консультативно-методический центр для родителей на тему «Полезные советы родителям будущих первоклассников», куда вошли полезные, востребованные родителям консультации, такие как подготовить руку ребенка к письму. Детвора с удовольствием принимают участие в играх и слушает сказки. В свою очередь, мальчишки и девчонки делятся с воспитателями тем, как проводят время дома. Всем привет! Передаю садики своим друзьям и учителям. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий в республике и за ее пределами.